Из Enterprise.na мы продолжаем записывать уроки хакасского языка. Теперь на этом видео мы рассмотрим идею движения к какой-либо цели. Ну, например, мы говорим: я иду в магазин. Я иду в магазин. Как по-хакасски это звучит? В хакасском языке для того, чтобы выразить идею движения к какой-либо цели или идею движения в сторону чего-либо или кого-либо, ну, например, магазин зер, в магазин парщам иду, мы должны употребить аффиксы зар, зер, сар, сер. Зар, зер для звонких основ. Корень слова заканчивается на звонкий звук, тогда мы примыкаем аффикс зар либо зер. Например, магазин, звонкий у нас звук, магазин зер. Почему зер? Потому что ин и это у нас звук мягкого ряда, поэтому зер е тоже у нас звук мягкого ряда. А мы помним же закон сингармонизма и всегда должны соблюдать это правило. Если в корне слова мягкое согласное, то и в аффиксах тоже должны быть мягкие согласные. Но с иноязычными словами, в данном случае магазин, мы рассматриваем только последний слог, потому что для иноязычных слов закон сингармонизма не характерен. И таким образом я выражаю идею, что я иду в магазин. Магазин зер парщам. Магазин зер. Зар зер, сар сер. Если я хочу сказать, что я иду домой, иб, дом, иб зер, иб зар некорректно, иб зер парщам, ибзер парщам. Или давайте посмотрим теперь слова на глухую основу. Ну, допустим, я скажу, что я двигаюсь в село Аскиз. По-хакасски Аскиз произносится асхс. Соответственно, мы должны сказать асхс сар. А и это твердые гласные, поэтому в аффиксе тоже сар должно быть твердое гласное. Асхсар. Мин асхсар парщам. Или таштып. П у нас тоже глухое согласное. Таштып сар парщам. В основе у нас также твердые гласные. Таштып-сар парщам. Таштып-сер некорректно. Таштып-сар. Потому что в основе, еще раз повторяю, твердые гласные а, ы. Мин таштып-сар парщам. Или вдали, допустим, мы видим школу. И должны сказать, что я иду в школу. Как я должен выразить? Мин школа зар парщам. Я иду в школу. Мин школа зар парщам. С вами был Симдей Том с идеей хакасского языка. Мы продолжаем обучаться говорить на живых реальных примерах.